Рахмон дважды герой. В Узбекистане намечается обнуление. Таджикистан 25 лет мирным соглашением. С предложением присвоить Эмомали Рахмону звание Героя Таджикистана во второй раз выступили участники научно-практической конференции на тему «Опыт примирения таджиков и вопросы обеспечения политической стабильности в современном мире», которая прошла 22 июня в Худжанском государственном университете. В работе конференции участвовал и глава Сагдийской области Раджабой Ахмадзада. Об этом сообщает пресс-центр председателя области. С учетом выдающихся заслуг основателя мира и национального единства, лидера нации Эмомали Рахмона в восстановлении конституционного строя, строительства новой государственной системы, его огромной роли в строительстве независимого, демократического, правового и светского государства, достижения мира и национального единства, реализации стратегических задач страны, обеспечения единства независимого Таджикистана и достижения тысячелетней мечты народа, просим высшие законодательные органы страны второй раз присвоить президенту страны, уважаемому Эмомали Рахмону, высшее звание Отечества, Герой Таджикистана, говорится в обращении. Это уже не первый раз, когда президенту предлагают повторно присвоить звание Героя Таджикистана. Еще в 2019 году молодежь Куляба и Турсунзаде обратилась к парламенту и правительству с аналогичным предложением. Помимо этого, его не раз пытались номинировать на Нобелевскую премию мира. Конституцияны 22 июня на брифинге для СМИ власти Узбекистана объявили о внесении в Законодательную палату Али Меджлиса Узбекистана законопроекта с поправками в Конституцию страны. Как сообщил официальный канал Конституционной комиссии в Телеграм, предлагаемые изменения и дополнения охватывают 66 статей основного закона. Конституционная реформа была анонсирована президентом Шавкатом Мирзиёевым на церемонии его инаугурации, прошедшей 6 ноября прошлого года. Поправки предусматривают увеличение президентского срока с 5 до 7 лет, а также обнуление прежнего срока действующего президента Узбекистана. Первый вице-спикер Сената Узбекистана Садик Сафоев в интервью Кун-Уз подтвердил, что поправки в Конституцию страны обнуляют предыдущее президентство действующего Шавката Мирзиёева. Конституция, yangi konstitutsiya qabul qilinsa, u albatta barcha fuqarolar uchun, shu jumladan bugungi prezidentimiz uchun ham bu yangi konstitutsiya bo'yicha bir saylovlarda ishtirok etishga imkoniyat yaratib beradi. Prezidentimiz bu imkoniyatdan, bu huquqdan foydalanadimi, foydalanmaydimi, u birinchi navbatda ushbu shaxsga havola, bu shaxsni ko'rsatadigan partiyaga havola. Lekin bu haq huquq u kishida bo'ladi. И защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу. Напомним, что подобное обнуление является типичным для России и, естественно, для находящихся под ее влиянием стран Центральной Азии, диктаторов которых копируют российский стиль сохранения своей власти. O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod. Бывших республик принято в таком сложнейшем обстановке референдумом. 27 июня исполнилось 25 лет с момента подписания соглашения между правительством Таджикистана и ОТО, объединенной таджикской оппозицией. Хотя соглашения были подписаны двумя сторонами, режим все эти 25 лет представлял их как личную заслугу Рахмона, спекулируя этим событием и устрашая население тем, что война вернется, если оно не будет подчиняться. На сегодняшний день для всех очевидно, что инициатором братоубийственной войны, унесшей несколько десятков тысяч жизней сыновей таджикского народа, была именно Россия, не желавшая терять свои колонии в Центральной Азии. Если не было бы России и Бориса Николаевича Ельцина, если не было бы Узбекистана и Ислама Абдуганиевича, так такового нации в настоящее время таджиков и государства Таджикистана не существовало. Примечательно, что президент Таджикистана, имеющий титул основателя мира и национального единства, продолжал и продолжает истреблять свой народ.
Например, недавняя бойня в Хароге, которую Эмомали Рахмон представил как антитеррористическая спецоперация и назвал вынужденной мерой. В ходе нее, по данным независимых источников, было убито 40 человек, а также задержаны и подвергнуты жестоким пыткам около 300 человек. امر دادم که بین اتحاد امکان یراق به دست را بیزرر کرد یا که به دست گیر